В YouTube есть очень интересный канал. Я сейчас вам расскажу про него. Так вот, этот канал ведут украинские журналисты, патриоты Украины, украинцы. И я давно наблюдаю за этим каналом, пересмотрел очень много видео. И хотел бы попросить вас, чтобы вы тоже нашли этот канал и пересмотрели видео, которые там опубликованы. Я уверен, что они принесут пользу, вы узнаете, а также увидите всю правду, что творится в Украине на самом деле. Так вот, как его найти? В поисковике на YouTube вы можете набрать Владимир Золкин, то есть человек, который ведет этот канал. И уже вы найдете этот канал, и я вас попрошу, посмотрите, а там уже подпишитесь, и вы увидите правду. Так вот, я хочу подойти к одному видео. На этом видео один украинский журналист, который занимается тем, что берет интервью в российских военнопленных, берет интервью у этих российских военнопленных. Один русский, другой чеченец. И правильный подход сделал украинец, тот журналист, когда он показывает им фотографии. Фотографии Мариуполя, а также фотографии города Грозного, которые бомбили и этот город, и другой город бомбили российские оккупанты, Россия. На эти города падали российские снаряды, ракеты и бомбы, убивая мирных жителей, разрушая эти города. Эти двое российских военнослужащих, российских военнопленных замешкались. Они сначала не могли разобрать, где какой город, потому что тот украинский журналист поставил такой вопрос: а вы можете узнать, где здесь Грозный, а где здесь Мариуполь? Вот именно по пластиковым окнам один из них узнает, что вот там в 90-е годы таких окон не было, и скорее всего вот это Мариуполь. Да, он этим угадал, но в другом различий не было, потому что все было разрушено до основания. Чеченцы хорошо помнят эти города, эти бомбы, эти ракеты, которые падали на наши населенные пункты. Так вот, я, конечно же, наблюдал за чеченцем, который встал на сторону России, пошел воевать в Украину и попал в плен. Вот как и что он будет делать, что он будет говорить. Конечно же, многие помнят из моих видео, все знают мою точку зрения, мое мнение по поводу всего этого. Я их чеченцами не считаю и не хочу считать. Как может, будь это чеченец, будет это представитель другой национальности, пойти на службу убийцы своего народа, встать рядом с ними, сделать из него товарища, сделать из него брата и идти воевать в другую страну, которая никогда тебя не трогала, никогда тебя не убивала и никогда тебя не обстреливала. Нас всегда, чеченцев, убивали русские, чтобы установить русский мир. Разрушая населенные пункты, убивая мирных жителей, все ужасы прошли чеченцы. Чеченский народ все прошел. Все, что мы можем там сказать о фашистах, там, о концлагерях, там, массовые захоронения, расстрелы, инквизиция. Через все это прошли чеченцы. Так вот, что я не могу понять, будучи чеченцем? Как чеченец не будет интересоваться своей историей, может забыть все, все эти ужасы, через которые прошел чеченский народ, и пойти служить варвару, фашисту и террористу. Нет никаких там отмазок, ничего такого подобного, где он может сказать, что это была не та война, что это было не это самое, не другое. Нет, никаких отмазок нету. Потому что сам факт того, что они стали рядом с этим российским оккупантом,
с оккупантом, который всегда убивал чеченский народ. Вот буквально недавно 2 войны, как их называют. Первая российско-чеченская, вторая российско-чеченская, потом депортация, потом еще одна депортация, потом Кавказская война, потом при шейхе Мансуре война. Всегда нас убивали русские, не другие там страны, а именно Россия всегда на нас нападала, всегда навязывала нам войну. Я бы вот, имея такую возможность, хотел бы сказать еще одно, попросить даже вот тех людей, которые ведут этот канал, потому что я заметил там ошибку. Вот эти украинские журналисты называют войну против Ичкерии чеченской войной. Нет и не было никогда чеченской войны. Нет украинской войны. А есть и была вот российско-украинская война, российско-чеченская война, там, российско-грузинская война, потому что всегда во всех этих случаях Россия нападала на наши страны и всегда нас убивала. Сначала вешала ярлыки там, то бандеровцы, то там бандиты, то фашисты, то террористы, то исламские фундаменталисты. Все ярлыки повесили на нас. И вот навязывали войну. Чеченцы, я думаю, я считаю и уверен, что чеченцы больше должны интересоваться вот историей. Ладно, там люди, которым 40 лет или 45 или 50 или еще более, они помнят это все. Они все это видели. Но наша молодежь, чеченская молодежь, в действительности не интересуется с этими проблемами, с войнами, с нашей историей. Многое там не изучается. Да, это тяжело сейчас все это говорить, но нужно признать, что в действительности чеченская молодежь мало знает про эти войны. Кто их начинал, по какой вине и по чьей вине были развязаны и потом навязаны эти войны чеченцам. Всего этого чеченская молодежь, к сожалению, не знает на самом деле. Если спросить у молодежи сегодня, кто был такой-то там из одних, там, в общем, чеченский герой, назовем там любую фамилию, он его не знает. Назовем там имя, фамилию лидера, они не знают его. Это проблема наша, чеченская проблема. Это проблема чеченской молодежи. Я считаю, что подрастающее поколение должно знать, кто нас выселял, кто нас убивал. И чтобы никто потом не смог так навязывать нам свое, чтобы им не пришлось где-то там опускать голову. Чеченец сегодня не имеет права опускать свою голову на самом деле. Чеченцы всегда сопротивлялись российскому фашизму, который всегда нас убивал. И сопротивление было жестким, мужественным, потому что во время этих войн, во всех этих войнах, российско-чеченских войнах, никто чеченцам не помогал извне. Никто, ничем, абсолютно, ни словом, ни делом. Я про оружие говорить не буду, потому что оружие или добывалось трофеями, или же чеченцы, воюя против русских оккупантов, ну, мы умудрялись переделывать, к примеру, скажем, подбили БТР, мы разбирали его ствол, вынимали из БТР российского, вот делали из этого ствола ружье, которое стреляло там патронами КПВТ, например. Вот как воевали чеченцы. Не было у нас ничего, чтобы вот, противопоставить российской армии. Но мы воевали. Воевали столько, сколько смогли. Вот. И эти
предатели чеченского народа, они должны вспомнить, они должны интересоваться, они не должны забывать, кому они пошли на службу, из кого они сделали своими товарищами, братьями. Вот я про тех русских солдат. Они для них сейчас братья. Вот. Вы не имеете права идти на какую-то войну на стороне России. Я понимаю тех чеченцев, которые сегодня воюют на стороне Украины против российских оккупантов. Я их понимаю, поддерживаю, делаю все возможное, что есть в моих руках, к примеру. Вот наша обязанность, наша чеченская обязанность помогать тем, кто воюет против российских оккупантов. Вот что я хотел бы сказать сейчас. Да, еще раз повторюсь, конечно же, тяжело вот так все это видеть, когда мы видим чеченцев, которые идут воевать в Украину. Тяжело, как чеченцу это тяжело. Но и украинцы должны понимать, что в каждом народе есть свои предатели. Есть у вас, есть у других. И даже очень много бывает предателей, к сожалению, у всех нас. Вот такие предатели есть и у нас. Но в целом чеченцы поддерживают Украину и считают, что Украина сегодня ведет справедливую войну против России, против российского агрессора. И нормальный, адекватный чеченец будет вас поддерживать. Вот к чему мы и призываем чеченцы, чтобы они поддерживали вас в войне против России, делали все возможное. Мы будем это делать. И никто нас не остановит. Я уверен, что Украина одержит победу, и Россия в этом проиграет. Я не хочу говорить про народы. Российский народ, да, у меня есть такая обида на российский народ, потому что их сыновья едут в Украину, ехали в Ичкерию убивать нас. И я лишь могу сказать, что сожаление, наверное, потому что они сами находятся под гнетом, и они сами себе не хозяева. Потому что всегда, вот в любое время этот путинский режим может забрать их сыновей и отправить на любую войну. И эти матери и отцы не смогут сказать что-либо или не смогут сделать что-либо против воли Путина. Не смогут. Потому что, скажем, как есть, терпилы. Поэтому я помню один такой момент, как российские россияне, родители, отцы, матеря приезжали к нам в Грозный, вот, приезжали к моему отцу, в общем, как начальнику главного штаба, и просили выдать их сыновей. Да, у нас тоже находились военнопленные, офицеры, солдаты, контрактники и так далее. И в один день, я помню, на такой встрече мой отец сказал этим родителям: а почему вы приходите ко мне? Ведь я для вас враг, я там душегуб, я бандит, я террорист. Вот как меня объявили на весь мир. Почему вы ко мне приходите? Почему вы не идете к тем, кто отправлял ваших сыновей на войну? Почему вы туда не идете? И вот эти родители, знаете, что говорят? Они говорят: вот мы ходили к ним, и нас послали куда подальше. И мой отец, Аслан Асхадов, говорит им: вот что я имею в виду. Вот что я имею в виду. Вы пришли к тому, кому можно прийти, кто ничего вам не сделает. И вы даже уверены, что я отдам этих ваших сыновей. Вот почему вы пришли. Вы знаете, что я не бандит, что я не террорист, и что мы ведем справедливую войну. И знаете что? Нашей стороной
чеченской стороной было выдано очень много российских военнопленных. За просто так отдавали вот этим родителям. Затем, да, в действительности вот так и произошло позже, когда российские оккупанты начали захватывать мирных жителей, то мы уже научились делать обмен. Мы им выдавали этих российских убийц, которые приходили к нам воевать, убивать нас, а они нам отдавали вот этих мирных жителей. И знаете, вот как это было? Те российские военнопленные, которые находились у нас, были, можно сказать, чуть ли не поглажены формы их, зачесаны, причесаны, вот, там щечки появились. Вот таких отдавали им, а возвращали мы уже коллег, там, избитых, побитых, у кого-то рука сломана, у кого-то нога сломана. Вот как возвращали нам вот этих мирных жителей, вот этих заложников. И кто после этого имеет право говорить, что мы там террористы, там исламские фундаменталисты и так далее и тому подобное. Мы такие же люди, как и вы все. Мы хотим свободы на своей земле. Мы хотим справедливости на своей земле. И мы продолжаем даже сегодня, вот не имея никаких ресурсов, продолжаем стоять на этом. И мы обязательно придем к тому дню, когда мы деоккупируем нашу страну. Вот. И стыд, позор тем, еще раз повторюсь, стыд и позор тем, кто перешел на сторону российских убийц, которые когда-то убивали чеченцев и сегодня убивают украинцев. Это будет не победа России, это будет победа Украины. Это будет наша общая победа. И она будет.